Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Амма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лерман бусул маджри яджри. Уважаемые мусульмане, братья и сестры, сегодня мы поговорим о последствиях греха. Аллах милостив, Он прощающий, но если мы не избегаем грехов и ереси, мы сталкиваемся с проблемами из-за наших грехов. Это то, что было и есть. Да помилует нас Аллах. Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы на ее земле поверхности ни единого живого существа. Но Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Если ты послушен Всевышнему, то Он сделает это послушание тебе во благо. Он убережет тебя от плохого, сделает тебя удачливым. Если ты, совершая утром и вечером намазы, читая азкары, поклоняешься Аллаху, то это устраняет от тебя все беды, печали, тоску. Мы слышали об этом. Таким образом, если ты послушен Аллаху, то это принесет тебе пользу. Но если ты игнорируешь Всевышнего и веру, то последствия от этого будут тяжелые. Много случаев, когда люди пострадали из-за своих грехов. Об этом сказано и в Коране, и в хадисах посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине, со стороны Запада есть ворота, ширина которых расстояние 40 или 70 лет. Аллах открыл эти ворота для покаяния в тот день, когда создал небеса и землю, и Он не закроет эти ворота, пока солнце не взойдет оттуда. Об этом сказано и в Коране, и в хадисах посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Аллах говорит в Коране: «Беда, горе, печаль, болезнь и клевета, которые нависли над вами, будь они над одним или многими, это случилось из-за ваших действий. Это то, что сделали ваши руки, язык, грязные сердца, ваша ересь». Так говорит Аллах, но Он прощает многое. От нас требуется покаяние. Любой мусульманин может вольно или невольно впасть в грех. Но любовь Всевышнего позволяет очиститься от греха через покаяние. Покаяние дает мусульманину возможность стать лучше, чище. Он заставляет задуматься о своих поступках и дает указания не совершать этих грехов вновь. Покаяние нужно всем. Аллах милостив, и Он всепрощающий. Правда, говорит Аллах, у этих людей сердца почернели, стали грязными. Почему стали грязными? Из-за их действий. А что же они совершили? Они игнорировали Аллаха, стали непослушными Ему. Они совершили грехи. Подумайте, мы совершаем грехи днем и ночью. Не бывает безгрешного человека. Наши сердца становятся грязными, если мы не принимаем меры для их очищения. Аллах говорит в Коране: «Это тот день, когда ни семья, ни богатство тебе не помогут». Речь идет о судном дне. В тот день спасутся лишь чистые сердцем. В аяте 15 суры Ан-Нур сказано: «Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех». Прежде всего, мы должны быть чисты от ширка, от того, чтобы предать Аллаху сотоварища, от того, что не связано с именем Аллаха. Ты должен очистить себя от всего, что не угодно Аллаху. Если ты не трудишься над очищением себя, то ты получишь трудности в доме, семье и в обществе. Нас одолевают беды. Сегодня иногда люди говорят: «Ничего не идет, нет у меня удачи, не везет. Может, это сглаз, неприязнь, наговор?» С такими вопросами они приходили к алимам. Как же раньше отвечали на такие вопросы угодные Аллаху люди? Они говорили: «Проси у Аллаха прощения для себя. У тебя что-то нарушилось по отношению к Нему. Ты совершаешь грехи. Ты попал в какую-то клевету. Ты нарушил правила послушания. Поэтому то, что случилось с тобой, это последствия этих грехов. Очистись, проси у Аллаха прощения, и тогда все беды уйдут».
Любовь Всевышнего не имеет границ. Он дал человеку возможность покаяться, очистить себя от грехов. Дал человеку молитвы, чтобы укрепить свой дух, и сердце, чтобы не совершать грехов снова. Что же делают эти грехи? Они навлекают беды с небес. Что значит небесные беды? Например, засуха, снижение роста зелени, благо из земли. Ведь говорят, благо идет с небес. В давние времена это благо останавливалось. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал, что из-за грехов возникают болезни в теле. Если где-то в семье или в округе совершаются дела, которыми Аллах недоволен, то Он нашлет на виновных беды и болезни. Поэтому говорят, что беда приходит после совершения греха, и она снимается только покаянием и просьбой перед Аллахом. Народ пророка Худа, алейхиссалям, был уничтожен ветром. Какова была причина этого? Люди не послушались своего пророка, совершали грехи. Народ пророка Мусы, алейхиссалям, был непослушен ему, впал в ересь. Аллах превратил этих людей в свиней. Фараон был поглощен водой из-за непослушания, из-за того, что он был против приказа Аллаха. Пророк Ной, алейхиссалям, как мы знаем, его время вся земля была поглощена водой. Какова причина этого? Люди не послушались пророка Ноя, алейхиссалям, которого прислал Аллах. Они совершали грехи. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он ничего не требовал невозможного от людей, которые враждовали с ним. Он лишь просил жить по справедливости и слушаться Аллаха. Они были уничтожены Аллахом, потому что поступали не по справедливости и совершали грехи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что он боится за свою умму, что люди его уммы пострадают, что их постигнут беды и страдания. Если они польстятся этим миром, захотят власти и богатства, то они попадут в беды и страдания. Если человек польстится благами этого мира, он захочет власти, и на него нападут беды, печаль и страдания. И все это произойдет из-за того, что ты ослушался Аллаха и нарушил Его правила. И ты несешь наказание в этом мире и в ахирате. И все из-за того, что ты совершаешь грехи. Но Аллах говорит в Коране, что если люди покаятся, исправятся и станут на правильный путь, то Он простит им грехи и откроет дверь, ведущую к Нему. Да будем мы из тех, кому будет открыта эта дверь. Если послушать эту проповедь, мы мусульмане, которые верят в Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, мы проживем определенное время на земле и затем уйдем. Кто-то попадет в рай, а кто-то в ад. Если все, что у нас есть, наше богатство, наши слова и действия находятся в том, что Аллах запретил, то есть в грехе, у нас не будет ни этого мира, ни ахирата. Уважаемые братья и сестры, мы любим наших детей, членов семьи. Они нам дороги, мы хотим, чтобы они были счастливы. Но если мы не научим их быть послушными Аллаху, оставим их в ереси, воспитаем в делах, которыми Аллах недоволен, то в будущем они будут страдать от этого. Не научи их грешить, ибо им не будет пользы от их имущества, в их домах будут беды. Возмездие будет от того, что ты сделал. Все возвращается в твой дом. Поэтому, если ты груб с людьми, у тебя нет хороших отношений с соседями, если ты совершил против них плохое, то ты будешь здравствовать какое-то время, но через 20-30 лет, когда тебе не нужны беды и страдания, ты получишь их. Мы много видели тех, кто говорил, что ко мне вернулось то, чем я занимался раньше, то есть грехи. Аллах не наказывает сразу, как ты совершишь грех, потому что Он щедр и милостив. Он сдержан и ждет, может грешник покаяться, пожалеет о том, что совершил. Но если ты не покаялся и продолжаешь совершать грехи, и учишь других их совершать, Аллах неожиданно тебя накажет бедой и страданием. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который донес до человечества последние откровения, довел до людей ислам, благодаря следованию которому человек может заслужить довольство Аллаха, заслужить Его прощение, уберечь себя от плохого в этом мире.
защититься от мучений могилы и испытаний судного дня, которые ждут человечества. Уважаемые матери, сестры, отцы, смотрите, что едят и пьют наши подрастающие дети. Смотрите, чем они занимаются, научите их различать греховное и полезное, иначе они пострадают от грехов. В Коране Аллах привел аят. Речь идет о 2 юношах. Аллах сказал, что их отец был хорошим человеком, и благо от него пришло к потомкам. Но речь в Коране шла о 7-м отце этих юношей. Если ты грешен и совершаешь плохое, то по наследству твои плохие дела переходят к твоим потомкам, и в день суда у тебя будут страдания. Если ты послушен Аллаху, то тебе будет благо в ахирате, и твоим потомкам от тебя будет благо. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что достаточно одного хорошего человека по соседству, чтобы Аллах сберег всех от бед, невзгод и страданий. Одного богобоязненного хорошего человека достаточно, чтобы убрать все беды и несчастья в одном месте по соседству. Твое благо не остается тебе одному, оно уходит дальше и к другим. Учите хорошее и научите этому и других. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если человек совершает грех, на его сердце появляется черное пятнышко. Оставление греха, отстранение себя от него, раскаяние в содеянном и спрашивание прощения у Всевышнего отполировывают сердце, удаляют с него это пятно». Алимы рассказывают в своих книгах, что в одно время жил один человек. У него был болен отец, который лежал в постели. Иблис стал подстрекать этого человека, чтобы он выбросил своего отца. Человек подумал, что действительно трудно ухаживать за отцом и надо его выбросить, убить его он не сможет. Он понес отца на спине далеко на гору и положил его там. Сын оставил отца на том месте и стал уходить от него. Отец крикнул ему вслед: «Сын, лучше бы ты положил меня на другую гору». Сын сказал: «Какая тебе разница, отец, ты все равно умрешь». Но отец сказал: «Я когда-то положил на ту гору своего отца, положи меня там». Алимы говорят, что к нему вернулось то злодеяние, которое он совершил в свое время. Он бросил своего отца, и теперь сын, которого он очень любил, бросает его. Пусть Аллах убережет нас от плохого, пусть Он даст нам благую жизнь и убережет от всех бед. Да сохранит Он нам родителей, потомков, хорошую умму. Да сбережет нас Аллах от всех бед небесных и земных, от всего злого. Да сохранит Он наш народ и всех мусульман. Вальхамдулиллах.